Селям алейкум, сайглы телесержелер. Наконец-то настал этот замечательный день. Я рада приветствовать каждого из вас. Садитесь удобнее, вооружитесь блокнотом, ведь мы начинаем нашу программу «Софрага Буэрнос». Сегодня у нас в гостях обаятельная героиня из прекрасного города Феодосия. Встречайте, руководитель фольклорного коллектива крымско-татарской культуры «Карадах», а также центра Яшвех Веляде Аблязова. Успешный коллектив с большой историей и традициями во многом зависит от коммуникабельного и ответственного руководства. Героиня нашей программы Веляде Аблязова более 5 лет проводит колоссальную работу с целью улучшения и развития коллектива крымско-татарской культуры «Карадах», который уже занимает призовые места на международных, всероссийских и республиканских фестивалях и конкурсах. Сегодня на нашей гостеприимной кухне Веляде Ханум Аблязова поделится изумительным рецептом и расскажет о своем дружном коллективе. Веляде Ханум, селям алейкум, хош келдіңіз в нашу программу. Алейкум селям. Рада вас видеть. И я тоже очень рада. Наконец-то вы до нас доехали. Как ваши дела? Нормально. Пробки на дорогах. Ну, доехали хорошо. Да, пробки есть такое Да. дело в городе. Это такая одна из проблем. Хорошо, Веляде Ханум. Есть ли у вас такой особый секрет пробуждения? Мысль о работе, надо что-то успеть, надо что-то сделать. Ну, естественно, завтрак – это в первую очередь. Но все же вы просыпаетесь сначала с мыслью о работе. Да. Значит, вы трудоголик. Работа, да, потому что очень много мероприятий. Приезжайте, будем очень рады. Ох, смет попадем. Да. Веляде Ханум, вы сегодня к нам пришли не просто так. Посмотрите, сколько ингредиентов у нас на столе. Вроде бы много, а вроде бы и такие простенькие. Что это будет? Расскажите. Это что-то такое, типа шарлотки. Но не шарлотка. Но не шарлотка, с изюминкой. Да. С изюминкой, ну, секрет. Да. Но, как вы видите, миксера нет. В чем секрет? Сейчас да. у многих хозяев возникнет вопрос, как Да. без миксера делать Как без пирог? миксера. Такое захотелось что-то интересное вам предложить. То есть задача сегодня такая, вернее результат, что посуда останется чистой. Да. На что это блюдо похоже? Не подскажу, не скажу. Давайте я придумаю. Так как Давайте. сейчас летом, Да. придумаем название «Яблочный бриз». О, точно. Вот. Да. Будет у нас пирог «Яблочный бриз». Это хорошо. Давайте перечислим, что нам нужно. 3-4 зеленых кислых яблока. Вот. Стакан сахара. Так. Стакан муки, стакан манки, Необычно. 100 грамм молока, корицы, разрыхлителя. И нам еще нужно будет сливочное масло, грамм 100-150. В шарлотке шкурка не чистится, а здесь мы чистим. Ну что, мне не терпится приступать? Ну, Все-таки я с давайте. каждой программы пополняю свою копилочку знаний о разных Да. рецептах. Ну да, вы Хотелось блокнот бы- взяли? У меня блокнот здесь. Да, очень хорошо. тогда приступим. Ну, значит, Что нам начинаем. нужно? Я вижу, что у вас в руках яблоко. Да, и вот Так. будем чистить. Логотип нашего коллектива, фольклорного коллектива крымско-татарской культуры «Карадах». И здесь логотип «Мальчик с девочкой танцует», написано «Карадах». Да, это я создала сама. Создала этот логотип как раз в 2015 году. Первый год у нас Кефе Гуллере проходило. Мое детище, он проходил первый раз в Феодосии. И тогда мы готовили все эти логотипы, футболки. Мы на все мероприятия в этих футболках, все мои дети. Головной убор, да, Да, и тоже? банданки, да. То есть вас можно отличить по такому образу. Да, нас Как уже... это ни было. Нас уже многие знают, уже так и говорят. Вам ничего не надо, у вас есть все свое. Да. Да, Кефе Гуллере мы проводили костюмированным шествием. Если вы были в Феодосии, у нас есть площадь музея Грина. По проспекту Айвазовского мы проходили при вокзальной площади. Это было под барабаны, с флагами. Каждый город свое название нес, с плакатами, в костюмах. Очень было красиво. Потом все поднимались в зал, и начинался конкурс. Почему именно кефе Гуллер такое название? Кефе Гуллере «Роза Феодосии». Вы сами придумали это название? Да, и у меня был танец. Под диджей Бибека есть «Машала» музыка. Под него сделала «Карадах Гуллера». Танец «Цветы Карадага». Как раз маленькая, младшая группа была. В разных костюмах, с цветами. И потом как раз уже фестиваль. Как назовем? Я говорю, ну как это? Раз кефе, значит Гуллер. Давайте, говорю, кефе Гуллера. А как это переводится? Цветы, феодосийские цветы? Я говорю, нет, розы Феодосии. Со всего Крыма ехали все татарские коллективы, и в положении было указано
чисто крымско-татарское, все, песни, танцы, Молодцы, инструментальная какие патриоты. музыка, да, художественное чтение и декоративно-прикладное, все тематика крымско-татарская культура, чтобы вот народ знал, чем занимается крымско-татарский Да, и что народ. себя они Да, и представляют, что да? они из себя представляют. Это хорошо. Но Виолетта. первый год, да, на свой страх и риск мы его сделали, всем понравилось. Ну, в общем, все нас поддержали. Машаллах. Сказали хорошо, да. Виолетта Ханум, посмотрите. Мгм. Вот, быстро отлично, почистила да. яблоко, да. Теперь Я вам подаю досточку дощечку. мне. Кстати, у меня сзади на футболке тоже что-то интересное Повернитесь. есть. Можно повернуться. Харам, вау, и там Вау. как красиво, да? Пригласили в Белоруссию. Мы ездили в Минск на фестиваль. Возила я старшую группу Карадага. Это было, да, в 2017 году. А у меня там в коллективе взрослые. 3 русских женщин. То есть Тоже даже женщины? Да, женщины. У меня самый старший, вот сейчас это уже я шла, 62 года. Это я, и еще женщина, и мужчина 63 года. Машаллах. Остальные все идут 40 лет. Знаете, где танцевать, приходите в Харадах. Приходите, Или даже берем по всех организуем подряд. танец. всех. Так. Вот. И мы тогда собрались, поехали. Мы повезли с собой баннер, кефе, Феодосия. Все с собой, как говорится. Да, кефе, Феодосия. Повезли с собой байрак. А что интересно было, мы когда все зашли, Так. это было в банда марте, такая, да? в марте, мы все куртки снимаем, и все такие «Крым!» И сразу так и в банданках, и русские женщины, все, Леночка у меня, Анжела, еще Лена была, и все Группа такие. поддержки. Да, и все в национальных костюмах. Первый танец мы дали «Гадание ночного реза». Ага. Это тоже моя композиция. А потом, когда Хуран был, а в Хуране все в разных костюмах вышли. Ну, я взяла взрослую группу, детей побоялась. Нам спонсировали автобус, 2 суток в дороге, но мы это выдержали с удовольствием, потому что останавливались в футболках, март месяц, а мы Фотографии. выходили, фотографии, танцевали. Ну, все очень Такая хорошо. веселая, да? Да, Если да, да. запомнилась она, да? Запомнилось, Это тяжеловато, конечно, но ничего. Зато мы все время это вспоминаем. И что хочу сказать, так операторы за нами там и так бегали, и так, да у вас такие костюмы, да у вас... Ах, какие... А что это написано? Ну, Крым, Крым. А я когда делала вот наклейки, я говорю, пишите Крым. А почему? Я говорю, потому что мы Крым заняли 2 место. Веселые такие Машаллах. приехали. Все было хорошо. У нас 7 номеров было. Виолетта Ханум, вот мы говорим, а я забыла спросить, как нарезается яблоко. Вот как на плов. Многие не знают, как нарезать морковь на плов. Вот такими ломтиками. Ну вот. Как вы вообще пришли к творчеству? Когда вы впервые столкнулись с этим, и вы осознали, что это то, чем вы хотите заниматься? Я приехала с Узбекистана, Ташкентская область. Есть такой шахтерский поселок Красногорский. А приехали мы в Первомайский район, село Степное. Взяли на работу, правда, на ферму. Ну ничего, мы люди стойкие, мы можем Так, все. держим все. Да. Как-то я возвращалась, это вечером, и проходила мимо музыкальной школы. И услышала крымско-татарскую музыку, я не могла не остановиться. Я стала в окошке заглядывать. Смотрю, на баяне играет мужчина, он играл хайтарму. Я не могла, я и так, и сяк. Не выдержала, пошла, обошла. Темно уже, а дома ждет семья. Муж, дети. Нет, я все равно зашла, а он так на меня посмотрел. Я зашла селям аликом. Ну, раз играет татарскую музыку, значит, татары. А мы там еще мало кого знали. А он говорит, аликом селям, хош келдин, заходите. Прошла. Я говорю, а вы тантым умеете играть? Он говорит, да. Я так все с себя сняла. Он начал играть, я стала танцевать. И он так это посмотрел, Да. в шоке, да. Потом я говорю, а есть еще вот такая мелодия, говорю, хотела сказать. Он говорит, а дуртхыз, говорит, станцуете? Меня спрашивают. Я говорю, наиграйте. Я говорю, ну это, говорю, надо 4. Харасуну дурткушеса. Это вот 4 девушки. Эта музыка называется. И сказал, здесь, говорит, есть у нас 3 девочки, Да. говорит, Сейчас такие мы вам найдем школьники. девочек, да? Да, школьницы. А нужна 4-я. Я говорю, ну я пойду 4-й. Ну я была, конечно, чуть поменьше. Вот. И на следующий день он этих девочек зовет, но он-то уже людей знает всех. Там работает? Я опять с работы иду, и они уже меня ждут. Познакомились, все, и я стала им... Я говорю, давайте, я говорю, вот так. А у меня вообще мама пела. Она пела очень красиво и, ну, танцевала, и всегда
говорила. А я танцевала, когда девчонкой, всегда глаза опущены вот так. Скромно. Ну, как-то, когда глаза опускаешь, вот голова поднята, а глаза опущены. И такое ощущение, что голова упала. Ага. Вот она меня всегда ругала за это. И как бы она привела к такому вот... Базу заложила, да? Да. Мы начали пробовать танцевать, он стал играть. Вы так познакомились и вас пригласили на работу? Нет. Потом один день я опять туда, мимо, оказывается, проходит директор Дома культуры. Услышала музыку, заглянула, а там танцуют. Ага. Раз соскакивает туда, забегает. А мы раз и остановились все. Ну, уже страх какой-то. Директор. Она, а почему вы здесь? Завтра же, чтобы были в ДК. Как? Что? Все, быстро. Я, говорит, вас всех оформляю, давайте. Ну, меня-то, естественно, оформить она не смогла, потому что не было ни ставки, ничего. А мужчина, оказывается, работал, это Нусрет Энверович, музыкальный руководитель. А меня они взяли как бы на общественных началах. Так я проработала 12 лет на общественных началах. Потом я уходила в Гострах. Но все же возвращались, да, в Дом культуры? В ДК. Потом уже не выдержали руководство районное, потому что мы Сколько можно к нам ходить, да? Мы везде ездим. Я организовала вокально-инструментальный ансамбль «Яшлых». Да. А почему Яшлых, у меня спросили, а почему Яшлых, и не русское название, там или еще что-то другое. Я говорю, а вы знаете, говорю, вечная молодость. Вот. И пусть все время молодые приходят, дети. Вот я брала 6 лет, у меня дочке было 5 лет, она начинала. Вот я ее тоже с собой, сына с собой, сама. Директор организовывала транспорт, я проводила все праздники. Вот я проработала общей сложностью 15 лет там. Ага. Потом мы уехали, потом мы уехали в Феодосию, ну, по состоянию здоровья. И все продолжилось в Феодосии, да? Нет, все сразу не продолжилось. Я 10 лет мечтала о своей работе, о продолжении. Места были заняты. Да. А через 10 лет так получилось. Я в отделе по Меджнаса случайно услышала разговор по телефону начальника Меджнаса, что вот в Доме культуры есть коллектив, и через месяц у них звание, защита звания. Если оно не продолжится, коллектив исчезнет в городах. И никого нет. Я говорю, а можно мне? Они так на меня посмотрели, а вы что? Я говорю, ну, я вообще-то работала, я быстренько трудовую, все показала. Они взяли, я устроилась с 1 марта. Ну, а 3 апреля защита звания. Представьте, месяц. С помощью, конечно, руководства и театральных коллег мы поставили Хадерлес Пайрам. Сделали качели, все, детей нарядили, там, с других коллективов, ну, помогли. Потому что, когда я коллектив приняла, очень сложно было их всех собрать. Но, правда, поняли положение, что пропадет коллектив. Если не защитить звание и нет руководителя, это просто потом его не восстановить. Конечно, сначала меня дети как-то так встретили. Я им все объяснила суть. Я говорю, давайте спасем коллектив. Все получилось, все прошло. Калакай, все как положено. Сделали танец. Молодые ребята вывели. Я калакай. Калакай мы просто передавали, потому что катать, как бы, это сценическое все. И передали жюри. По театрализации, по сценическому, по хореографии, все. Они сказали, все это хорошо. Ну, в общем, потихонечку я стала набирать детей. Я уже поехала, у нас в ближнем боевом с татарским наклоном классы были. Стала просить учителей, организаторов. Не останавливались на достигнутом, молодец. Ведь это целеустремленная женщина, я это поняла. Набрала коллектив. Уже потом из этих взрослых, они уже у меня выпускники были, я уже их выпускала. На каждом последнем звонке я присутствовала, вручала дипломы, благодарности. Но нашу дирекцию просила, я говорю, у меня же выпускники. Я говорю, как так, они просто могут уйти. Нельзя, я говорю, некрасиво. Покупала букеты, я им вручала. Это было и детям, и родителям приятно. Мне самой тоже приятно. И такая гордость, наверное. Да, и они до сих пор меня не бросают. Одна из них работает у вас, Сусана Рифиева, да. Знаю.
Вот, Сусаночка вообще умничка, молодец. Кстати, вот Карадах. Когда я его приняла, 15 лет было Карадагу. Как организовала первый руководитель, вот что 15 лет, была Либерман Ленара Сейфулаевна. А вообще Карадах родился в 1992 году. Сервер Абдулаев. Вы третий, да, руководитель? И я четвертый руководитель. Я говорю, давайте вернем его настоящее рождение. Он родился в 92 году. Почему мы 15 лет делаем, когда ему 22 года? Да, зачем такие цифры? Там подняли министерство, и все, в общем, мы добились. Сразу тот же год мы сделали 22 года Карадагу. Я собрала всех, самых первых, кто был, танцоров, вокалистов. Самые первые из них Конакова Зерест Мамутовна. По сей день она у нас ведущая. Медин Абилев, он и вокалист, он и инструменталистом был. Он у нас тоже по сей день поет. Он со мной. Он сказал, Веляде, пока ты у руля, я с вами. Я говорю, ну все. Я говорю, и я очень довольна, что вот есть помощники, такие вот всегда руку протягивают. Зерест Мамутовна, она помогает со сценариями, с переводами, потому что очень сложно. Вот я на русском пишу, и потом пишу еще на татарском, но она мне грамматически, она преподаватель татарского языка. Вот, помогает. Да, она пересматривает, добавляет там по истории, по все. Да, вот первые мои помощники они, да. Веляде Ханум, я вижу, что вы дорезаете яблоко, да? Да. Есть ли у вас любимое блюдо? В крымской татарке возникает сразу такой диссонанс, любимое блюдо. У меня их не одно. Национальную манты. Манты, да? Тоже их люблю. Да. А что готовите чаще всего? Не татарское блюдо, дамлама, это узбекское блюдо. Да. Тушеные овощи. Я их по отдельности все просто обжариваю, все слоями складываю и на медленном огне тушу. Это очень вкусно. Да, очень вкусно получается. Да. Веляде Ханум, а вот как вы считаете, без чего не получается хорошее блюдо? Без настроения. В первую очередь желание жить, стремление жить, любовь к любому, вот даже к этому яблоку, ко всему, к семье, к детям. Да, все, что нас окружает, да? Да, да. Да, люби, и любовь тебе вернется. Да. Чтобы яблоки не почернели, Так. мы немножко добавляем корицы. Ага. Так. И перемешивается, да? Потом они дают свой оригинальный вкус. Ой, пахнет, как видите. Да, да, чувствую. Теперь мы начнем делать тесто. Самое интересное. Миксера нет, видите, да? Да, нет. Вот, берем, Смотрим, никакого фокуса, все. да, стакан сахара, стакан манки, так, и стакан муки. Стакан сахара, стакан манки и стакан муки. Муки. Веляде Ханум, этот рецепт вы узнали от дочери? Да, я была как-то в гостях у дочери, и она меня угостила. Ну, правда, у нее вот такое сухое оно получилось, как тертый пирог. И я говорю, а где здесь яблоки? Она через терку, а их там яблок не чувствуется. Не ощутимо, да, ага. Она, ну вот, яблоки вам понравилось. Я говорю, так, я домой приеду, попробую сама. Я домой приехала, стала ломтиками, как на шарлотку. Не Нет, то, да? Не то. Потом думаю, дай соломкой нарежу. Просто уже как бы экспериментировала, да. Сделала соломку, вот это мне больше понравилось. Так, ну попробуем мы сегодня. Да. Вот разрыхлителя Буквально одну чайную немножко, ложку, да, да. меньше даже. Тщательно перемешиваем, чтобы ни одного комочка, чтобы все это перемешалось, сухое тесто. Вот в этом вся изюминка. Во-первых, не нужно этот миксер мыть, я его не люблю мыть. Жужжит по духу. Гудит, жужжит. Особенно если в гостях внучка, и дочка кричит, мама, она же спит. Я говорю, все, надо бежать в другую. Тихо-тихо готовит. Да, да. А здесь так спокойненько мы вот перемешиваем. Мука, манка, сахар, разрыхлитель, все это перемешивается. Ага. Веляде Ханум, вот вы говорите, дочка. Расскажите о своей семье. Общая сложность у меня 5 внуков. 5. Живем с сыном. У сына 4 детей. А старшего Закир, Ленура. Можете привет передать им? Да, всем привет. Потом у нас идет Рисуль. Рисулю будет 9. И Медина, ей будет 6. А дочка живет в Симферополе. У нее одна дочечка, ребенок Фатиме, 2 годика ей, Маленькая да. принцесса. Ой, принцесса, хулиганка, разговаривает на татарском. Часто вы объединяетесь, собираетесь вот всей семьей? Байрамы, дни Так. рождения, там, или сами едем, просто соскучились. Я хочу вот еще сказать. Внук у меня старший учился в медресе, очень любит готовить. Внучка у меня уже 6 лет танцует у меня, не пропускает ни одной репетиции, помогает. Молодец, успевает, Кстати, да? кстати, вот мы поставили танец
Она прибежала один день на репетицию. Велида Измайловна, она так обращает, на работе... То, что бабушка, да? Нет, Так. нет, на работе все как положено, на занятиях. Велида Измайловна, я танец придумала, посмотрите, на соло. Я говорю, ну, включай. Включили музыку, все. Давай, я говорю, попробуй. Как раз приехали, ну, девочки все приезжали. Я говорю, так, все встали, и давайте потихонечку. У нас такой танец получился. И девочки мои заняли первое место. Это был отборочный тур. Да, это хорошо. Так, Так. я вижу, вы замесили. Так, теперь мы берем форму. Немножко масла. Форму смазать. Заранее сказали о том, чтобы форма должна быть такая, которая не протекает. Да, да, потому что здесь соки пойдут, масло, во-первых, молоко, чтобы это все не вытекло. То есть телезрителям нужно обратить внимание на то, чтобы Да, форма была не разъемная. Да, Раскрыта не вся ваша личность. ну да. У вас есть хобби. Домотканный ковровый гобелен, битье иглой. Сложная работа? Может, кому-то на первый взгляд покажется сложным, но нормально. Вот многие говорят, вот вышивать крестиком тоже спокойствие, и здесь тоже спокойствие. Но мне вот больше нравится моя техника. Так, вот берем теперь наше тесто. Тесто делим на 3 части. Высыпаем на дно. Возвращаемся к гобелену. Мы жили в Узбекистане, Ташкентская область, поселок Красногорский, и я работала в Госстрахе. И как-то зашла к одной женщине, у меня глаза вот так вот, такие ковры, такие розы, такая красота на стенах. И в комнате она говорит, проходите, проходите. И стоял каркас, на ней натянутая ткань, холст. А тогда, это сейчас холсты, а тогда была мешковина. Посмотрела иглу, посмотрела с чего. Пока она там кофе, чай, я пошла и так заглянула, посмотрела, потрогала иглу. А она у нее в работе. Дернешь, нельзя трогать. И все посмотрела, все внимательно. И я спустилась бегом на рынок. Ну, такая игла, значит, где-то должна быть. Смотрю, сидит дедулька, продает. О, есть нитки. Ага, купила там несколько вариантов. И с Пришла тех пор? домой. Мужу говорю, мне нужен каркас 1,5 на 2. Он так на меня смотрит. Вы опять А придумали? я сразу на такое большое, вот что-то, это моя вина была, конечно. Он говорит, что ты хочешь? Я достаю у меня шерстяное одеяло, стелю его на пол и давай перерисовывать. Розы такие красивые. Вот теперь на яблоке я сыплю тесто еще. Второй слой заполняем, вот чтобы закрылись яблоки. Я как-то случайно в швейной машинке нашла иглу. Вернее, смотрю, ой, а что она без дела? Давай все вспоминать. Сыну говорю, ну-ка нарисуй мне что-нибудь. И он мне нарисовал Микки Маус, и кролик играет, мячик подкидывают наверх. Ну, вот это была первая работа. Посмотрю, что у нас здесь получилось. Посуда у нас стеклянная, вот да, слои все видны. Угу. Здорово. Теперь молочко. Будем масло натирать. Кудряшки вот такие. Велида Ханум, ну у вас проходила выставка, насколько я знаю, Да. под названием «Ильхам» Ильхам, в 2015 году. И в 15-м, и в 10-м. Ильхам – это вдохновение. После этой работы у меня больше и больше стали появляться работы. А вот у вас есть заказы? Заказа как такового нет, но мои работы в Москве, в Николаеве, Украина, в Англии. Даже в Англии? Как попала в Англию? В Англию попала у меня сестренка там Да. замужем. Муж у нее англичанин. Они были у меня в гостях, а я как раз делала работу. Гордон увидел работу, ахал, он по всем комнатам прошелся, а у меня все развешано. В общем, подписала и подарила. Велида Ханум, я думаю, если вы начнете делать это все на заказ, у вас пойдет работа. На заказ у меня байрак. Я делаю байрахлар. Так, Эльвиночка, все готово. Да вы что, все так Доверяю быстро? тебе. Ставим на 180 градусов и минут 20. Дорогие телезрители, делаем все, как сказала Велида Ханум. Отправляю на 180 градусов на 20 минут в духовой шкаф. Велида Ханум, вы большая молодец. Действительно, это очень серьезная такая работа. А какая ответственность лежит на ваших плечах? Не только на моих плечах, совместно с сектором по межнациональным отношениям администрации города Феодосии в основном и с администрацией городского дома культуры Феодосийского
Организация всех национальных праздников, вот именно крымско-татарских. Организация вот, и участие в других национальностях, если надо. Мы сообща работаем, потому что я не могу без них, они без меня. Мы советуемся. Такая дружная семья. Что-то. Вилиде Ханум, а вот сейчас, если вы посмотрите на себя, на свое творчество, на свою работу, вы довольны тем местом, где вы сейчас находитесь? Или у вас есть еще цели вперед, куда двигаться? И планы есть у вас какие-то? Вот знаете, у меня вот в Карадах взрослые девочки, они сейчас в Яшлыке. Они у меня выпускники с Карадага. Девчонки, лауреаты международных конкурсов, лауреаты первых степеней, вторых степеней. Они объездили всю Россию. Мы были в Ульяновске, в Воронеже, Питере, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Москва, Сочи. А теперь у меня мечта повозить вот в городах им, девочкам от 10 до 12 лет. Вот я хочу, чтобы они тоже повидали. И первое, что у нас вот по плану, добиться поездку в Москву. Космет. Все впереди. Да. Я думаю, что у вас все получится. Да, Вы женщина иншаллах. целеустремленная, да, не видите преград, так скажем. А если и видите, то вы их быстренько переступаете. Время пролетело незаметно. Наш духовой шкаф подал сигнал, а это значит, что наш пирог готов. Как задумала, так и получилось. Самое такое ответственное, чтобы это было красиво. Сахарная пудра. Будем насыпать. Вилиде Ханум, с каким девизом вы идете в жизнь? Всегда стоять стойко на ногах и не оглядываться. Я даже в своем коллективе детей учу быть уверенными в себе. У нас девиз с первых дней, как я пришла в Карадах. Я говорю, девочки, давайте поставим такой девиз. Я танцую лучше руководителя. Никто не мог сказать. Я говорю, да вы не бойтесь. Вы не бойтесь, что я что-то скажу. Мне даже это приятно, если вы в себе уверенность выработаете. Теперь я неспокойно подходит и говорит, а я танцую лучше вас. Я говорю, вот теперь я уверена, что ты действительно чего-то добьешься в жизни. Хорошо, Вот очень так вот. хорошо, что вы их обучаете не только вот хореографическим, да, каким-то особенностям, но еще помогаете становлению в жизни. Говорите, какова она, реальная жизнь. Правильно, реальная жизнь очень сложная штука. Это точно. Вилиде Ханум, чох сагулна, что вы пришли к нам в гости. Вы очень энергичная такая женщина, зарядили нас позитивом и подарили такой замечательный рецепт, который готовится очень быстро и легко, без шума и без миксера. Да, без шума миксера. Сыздачок сауну за то, что пригласили вот сюда к вам на телевидение, за то, что доверили вот приготовить такое чудесное блюдо. Сагулнас, мы всегда рады вас видеть. Что бы вы пожелали нашим телезрителям? Самое главное – здоровье, стойкости, что всегда стояли на своих ногах, были целеустремленные. Никогда не бойтесь, если вы себе создали цель, вы ее всегда добьетесь. Главное, чтобы у вас была цель, но в первую очередь жизнь. Вперед, вперед и вперед. И я думаю, у вас все получится. Замечательные слова, они такие мотивирующие, сильные. Чувствуется ваш дух. Дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Желаю, чтобы на вашем лице всегда сияла улыбка, а окружали вас лишь светлые и позитивные люди. Это была программа «Софра Хабуэрнус», Аштатлоусун, Коршкенди.